Между тем, во время отсутствия Гамзат-бека из Дагестана, молва о некоторых удачных его действиях в Джаро-Белоканской области еще более возросла от преувеличенных рассказов бывших с ним горцев. Ему стоило только пожелать, и в сообщниках не было бы недостатка. А оттого, когда по возвращении в Гацатль, он объявил о намерении своем уничтожить крепость Новые Закаталы, то по первому его призыву, к нему опять собрались огромные толпы мятежных горцев. Увидев себя повелителем гораздо большего скопища, чем в первый раз, честолюбивый Гамзат-бек снова направился в Джаро-Белоканскую область. На пути присоединился к нему отважный аварский разбойник Ших-Шахбан, значительную партию удалых товарищей его, для набегов и грабежей. Для нанесения решительного удара крепости Новым Закаталом, Гамзат-бек тихо продвигался вперед, усиливаясь различными аварскими вольными обществами, прибывавшими к нему большими партиями. Наконец, перевалившись, в первой половине 1831 года, с огромным полчищем своим через главный Кавказский хребет, он был встречен с восторгом джарскими аварами, спешившими присоединиться к нему. Собравшиеся скопища жаждали уже ринуться в бой. Однако Гамзат-бек не воспользовался своим положением, но, любуясь собранными им силами и выжидая прибытия новых партий, откладывал со дня на день нападения на крепость. Гамзат-бек ждал сбора достаточного количества горцев. И это обстоятельство еще более заставило его медлить, потому как, не доверяясь слишком храбрости горцев, он рассчитывал преимущественно на их многочисленность. Медленность же и нерешительность Гамзата дали возможность русским отрядам прийти вовремя к угрожаемому пункту. Слух об их приближении остановил его действия еще на несколько дней, до получения верных сведений о наших войсках. А в несколько дней болезни, свирепствовавшие все сильнее, видимо, уменьшили числительность его скопища, так что вскоре большая половина джарских авар принуждена была оставить ряды для ухаживания за больными. Удаление джарцев оказало весьма неблагоприятное влияние на пришедших к ним новой партии мюридов, и Гамзат-бек, видя упадок нравственных сил в его сообщниках и беспрестанно возрастающую смертность, решился предпринять обратное движение в горы. Когда находившиеся при нем джарцы узнали об этом, то, опасаясь наказания русских, старались всеми силами его удержать, но не обратив внимания на их просьбы, он ушел в Новый Гацатль, где и распустил свое сборище. Неудача против крепости Новых Закатал уменьшила народную молву о подвигах Гамзат-бека и заставила его навсегда отказаться от повторения подобного предприятия. Предавшись тогда мысли, посеянной в нем местью Аслан-хана, и волнуемый предположениями о покорении Хунзааха, он отправился в конце 1831 года к Кази-Муле, занимавшему в то время укрепленный лагерь на урочище Чумкес-Кент. Кази-Мула принял его, по-прежнему, чрезвычайно ласково, выслушал рассказ о беседе с Аслан-ханом и, одобрив план действий для овладения Хунзаахом, советовал остаться некоторое время при нем, дабы дать дружный и решительный отпор русским, намеревавшимся их атаковать. На что Гамзат-бек и не замедлил согласиться. Уже несколько дней он находился в Чумкес-Кенте, как однажды утром Кази-Мула объявил, что видел чудный сон, который хочет непременно узнать по имеющейся у него книге в Гимрах. А потому, отправляясь туда, поручил ему начальство над собранными мюридами. Во время отсутствия Кази-Мулы, Чумкес-Кент был атакован отрядом полковника Миклашевского. После штурма этого урочища, Гамзат-бек, едва успевший спастись бегством, ушел в Новый Гацатль, где и оставался в бездействии до сентября месяца 1832 года, когда Кази-Мула, ожидая приближения русских, просил его о помощи. Как верный сподвижник, он призывал к себе прежних своих сообщников. Но на зов его не было ответа. К нему собралось не более 1000 человек. Несмотря на малочисленность подкрепления, Гамзат-бек спешил с ним на присоединение к Кази-Муле и 16 октября прибыл в селение Ирганай, Хиндаляльского общества. На другой день он выступил оттуда к Гимрам и остановился в 2 верстах от них, на горе Наратов, с которой, увидев русский отряд, штурмовавший главное убежище самых ревностных последователей мюридизма, не осмелился спуститься в Гимринское ущелье и остался равнодушным зрителем в продолжение всего боя. В полночь дали ему знать о смерти Кази-Мулы. Гамзат сначала не поверил этому известию, но когда солнце отразилось на русских штыках в садах гимринских и в самом селении, то он стал оплакивать кончину нарушителя общественного спокойствия в горах, а потом притворился объятым крепким сном. Воспрянув же от искусственного забытья, обратился к окружавшим его с следующими словами, как будто внушенными ему свыше. Кази-Мула не умер. Он святой, он в раю, и прелестные гури услаждают новую его жизнь. Из вас, правоверные мусульмане, каждый может быть вместе с ним, если только будете следовать его примеру.
А он всегда свято исполнял шариат, первый объявил газават и умер с теплую молитвою, умер с оружием в руках, защищая родину. Знаете ли вы, что Кази Мулла не оставит нас и будет вместе с нами действовать против неверных, если мы не оставим газават и последуем его святому учению? Мы не увидим его, но он будет устрашать врагов наших во время боя появлением своим на белой лошади в зеленой одежде и окруженной мюридами с ним погибшими. Кази Мулла будет врываться в ряды неверных, меч его будет для них сокрушителен, и объятые ужасом, они будут искать спасения в одном бегстве. Слова Гамзат-бека вновь возбудили фанатизм в слушателях, которые в тот же день оказали упорное сопротивление нашему легкому отряду, атаковавшему их на горе нараатов, однако к вечеру они принуждены были отступить в селение Ирганай, откуда и удалились в Новый Гатсаты. По возвращении на родину, Гамзат-бек не предпринимал некоторое время неприязненных действий, стараясь первоначально уверить последователей нового учения в справедливости рассказанного им на горе нараатов, а потом отправился на совещание к мулле селения Балахан, одному из главных мюридов Кази Муллы. Следствием этого совещания было воззвание Гамзата ко всем дагестанским муллам и почетным жителям, которых он приглашал собраться в селение Карада, Андалальского общества, где обещал объявить им весьма важное обстоятельство. В назначенный день приглашенные толпились у дверей мечети, ожидая с нетерпением развязки. В полдень, когда мулла призывает правоверных к молитве, въехал Гамзат-бек в селение, окруженный приверженцами, гордо вошел в храм и, совершив намаз, произнес приготовленную им речь в том же духе, как говорили первый мюршид и Кази Мулла, вооружая горцев против русских, убеждая их в необходимости газавата для спасения и славы исламизма, и советуя им поспешнее возобновить неприязненные действия, сказал он: «Мы не можем оставаться без имама. Кази Мулла избрал меня своим помощником, а мудрый мулла Мухаммед Балаканский назначает его преемником. Я объявляю войну неверным, и с этой же минуты буду вашим имамом.